Альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые слушатели, с вами Шарыпов Закир. И мы сегодня начнем с вами серию бесед о Джамаат ат-Таблиг. Эта организация зародилась уже почти как 100 лет назад, в 20-х годах прошлого века. Я познакомился с этой организацией в конце 90-х и принимал непосредственное участие в работе этой группы, был ее активным участником, активным адептом, пропагандистом. По воле Всевышнего и по милости Его, примерно в 2012 году я вышел из этой группы и хотел бы поделиться с вами и рассказать вам о том, что такое Джамаат ат-Таблиг, к чему он призывает, какова его работа, каковы его опасности, каковы его заблуждения, чтобы вы не повторили мою судьбу, чтобы были на страже своего имана, на страже своей веры, своей религии, не доверяли свою веру различным сектам, среди которых и является Джамаат ат-Таблиг. Основателем Джамаат ат-Таблиг был Мухаммад Ильяс Кандаглявый. Это индийский мусульманский богослов суфийского толка, дивбандийского направления, суфий. Зародился Таблиг в провинции Меват, это рядом с Дели. Конечно же, Таблиг позиционирует себя как миролюбивое религиозное течение, пацифистское, то есть мирное. И вместе с этим, тщательно анализируя, рассматривая действия Джамаат ат-Таблиг на протяжении всех этих лет, то, как они взаимодействуют с людьми, как они вербуют в свои члены адептов, то я могу с уверенностью сказать, что это секта, которая использует методы психологического давления, манипулирует своими адептами. Можно сказать, играет на чувствах верующих под таким благовидным видом. К чему призывает Джамаат ат-Таблиг? Конечно же, большим лозунгом таблиговцев является возвращение к религии, возврат к исламу. И таблиговцы призывают только мусульман. Только мусульман. Они не призывают христиан, иудеев, атеистов к исламу. Ведут свою работу только среди мусульман. И они видят возврат к религии путем вывода мусульман, как они говорят, путем вывода на пути Аллаха. На 3 дня, на 40 дней, на 4 месяца, на 120 дней. И видят, что мусульманин может вернуться к исламу только лишь если будет постоянно ходить, постоянно будет двигаться по их направлению, практиковать те рекомендации, которые они именно внушают своим адептам. Также Джамаат ат-Таблиг из всех постулатов ислама, из всех принципов, основ ислама, духовных принципов ислама, главным образом выделяют якин, абсолютную вероубежденность, абсолютную уверенность в Аллаха Субханаху ва Тааля.
при этом оставляя и не пропагандируя практически ничего другого из того, что должен мусульманин, из того, к чему мусульманин должен стремиться. Конечно же, они говорят о намазе, о зикре, о знаниях, но вот якин, вот эта вот абсолютная уверенность в Аллаха Субханаху ва Тааля, является главным, к чему они призывают. И они видят, что все беды уммата в том, что у мусульманской общины недостает якина, вот этой уверенности в могущество Аллаха, либо она полностью отсутствует. При этом они утверждают, что якин можно возродить в умме, опять же, если ты постоянно двигаешься по их рекомендациям, выходишь на 3 дня, на 40 дней, на 4 месяца. Они утверждают, что якин может появиться у человека только если мусульманин будет постоянно проговаривать, говорить, повторять одни и те же фразы, одни и те же проповеди о величии Аллаха, о Его могуществе, что Аллах Он Творец, Халик, что Аллах Он Властелин, Малик, что Аллах Он наделяющий пропитанием и уделом Разик. Приводят много примеров о творении Вселенной, о творении Земли, рассказывают различные притчи, возвращаются к историям пророков, алейхимуссалату вассалям. И все это для того, чтобы вот появился так называемый якин, убежденность. Также Джамаат Таблиг постоянно внушает своим адептам, постоянно говорит, что мы должны все делать даават. Все мусульмане должны делать даават. Но даават они опять же видят в том, что нужно выходить на 3 дня, на 40 дней, на 4 месяца. По возвращению с этих выходов необходимо специальную работу проводить у себя дома, в своей махалле, в своей общине, которую также они очень тщательно распланировали и очень подробно объяснили. И при этом они ставят в вину нам, мусульманам, всей мусульманской умме, что мы виноваты. То есть человек входит в ислам, входит в таблиг, и его убеждают, что ты виноват. Это постоянно повторяется, это постоянно внушается. Ты виноват, что ты не живешь по полной религии. Ты виноват, что у тебя нету якина, вот этой вот уверенности в Аллаха. Ты виноват, что ты не делаешь дават, что ты не призываешь мусульман к этому якину и не призываешь мусульман, чтобы они тоже стали призывающими. И вот это чувство вины постоянно внушается тем, кто выходит с таблиговцами. Внешне, конечно, таблиги выглядят очень безобидными. И они, может быть, сами не подозревают, что они сами используют и против них используют методы психологического давления, методы манипулирования сознанием. И у них внешне кажется хороший ахляк, у них внешне кажется хорошее воспитание, они добрые, улыбаются. Их внешне можно различить, их внешне можно всегда определить. То есть это пакистанская одежда, часто неаккуратная борода, часто неопрятный вид. Это такие как бы второстепенные вещи. В принципе, многие мусульмане сегодня и отпускают бороды и одеваются так, как им удобно. Проблема в том, что Джамаат Таблиг вот под этой маской невинности, под этой маской добродушия используя вот эти вот методы психологического давления, манипулируя чувством вины мусульманина, ведут нашу умму вообще непонятно куда.
И вот об этом я хотел рассказать в наших беседах. Подробно, постепенно, открывая тему за темой, мы постараемся, иншаллах, с помощью Всевышнего раскрыть вот эти все тонкости, вот эти все подробности работы Джамаат ат-Таблиг. Баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум.